Чувашии происходит слияние двух телеком-операторов Ростелеком и группы компаний «Инфолинк». И об этом мы сегодня побеседуем с директором филиала Ростелеком в Чувашии Евгением Макогоновым. Когда происходят такие процессы, у пользователей всегда есть опасения. А. Не станут ли они платить больше? И Б. Не останутся ли один на один со своими проблемами, нерешенными вопросами, если что-то выйдет из строя? Первое. Безусловно, клиентов не коснется никаким образом изменения. То есть сколько клиенты платили, столько же будут продолжать платить. Самое, наверное, важное и главное, никто не будет беспокоить клиентов с точки зрения ничего в квартире менять, переключать, никаких работ проводить не нужно. А что ждет абонентов «Инфолинк», которые достались компании Ростелеком в так называемое наследство? Самое главное сделать так, чтобы каждый клиент понимал, что его ждет. Он четко, ясно осознал, какие действия нужно ему предпринять и что будет дальше. С точки зрения того, что ждет и что нужно сделать, это, грубо говоря, 2-3 клика, это элементарные действия. Нужно принять оферту. Принять оферту можно двумя способами. Первое, обратившись в точку обслуживания либо компании «Инфолинк», либо компании «Ростелеком» и подписав дополнительное соглашение. Второй, на мой взгляд, самый удобный, наверное, способ – это принять оферту на сайте компании «Инфолинк». Там, где привыкли обращаться, заходить, смотреть, просто туда зайти, принять оферту. Ну и третий возможный альтернативный способ – это по новому счету оплатить услуги компании «Ростелеком». Все. То есть вот это 3 доступных на выбор самого удобного способа, какой только может каждый человек для себя выбрать. С точки зрения того, какие проблемы могут ожидать, и если возникнут вопросы, безусловно, не у всех может получиться, у кого-то нет времени. Я бы даже сказал, условия сейчас с точки зрения клиентоориентированности даже улучшаются. У компании «Инфолинк» были собственные ресурсы, сейчас у этих же клиентов компании «Инфолинк» дополнительно появляются ресурсы компании «Ростелеком». Поэтому, если возникает какой-то вопрос, можно обратиться туда же по номеру 220-300 в компанию «Инфолинк», либо в точку обслуживания, где привыкли оплачивать услуги. Также можно обратиться, как я уже сказал, в точку обслуживания, в центр обслуживания компании «Ростелеком» и позвонить также на единый номер горячей линии компании «Ростелеком». Будут ли какие-то плюсы, бонусы для новых абонентов Ростелекома, то есть тех, которые перешли в вашу компанию от «Инфолинка»? Сейчас клиент, переходя в компанию «Ростелеком», у которой гораздо больше возможностей, как с точки зрения продуктового наполнения, с точки зрения ресурсов по техническому, клиентскому сервису, с точки зрения программного обеспечения, возможности управлять услугами и инноваций по развитию той же сети и так далее, и так далее. В первую очередь, конечно же, набор услуг, которые можно теперь расширять, управлять ими более удобными способами. Второй момент, мне кажется, это очень актуально сейчас в период пандемии. Резко смотрибельность телевизионных платформ и телевизоров в принципе выросла. Да? Люди больше, чаще стали проводить время с семьей. Это хорошо, это позитивный тренд. Впереди высокий сезон и Новый год не за горами. Это второй такой сезон, ожидаемый, такой регулярный, когда телесмотрение повышается. С этой точки зрения у нас для клиентов при переключении пакетного набора услуг телевидения, интернет от компании «Инфолинк» на пакет интернет и телевидение «Винк» от компании «Ростелеком», каждый клиент имеет возможность получить управление просмотром услугу на 12 месяцев, так же, как клиент, который имел только одну услугу интернет, при подключении к переключению на компанию «Ростелеком» может доподключить интерактивное телевидение «Винк» от компании «Ростелеком» на тех же условиях. К слову о расширении возможностей клиентов компании «Инфолинк» при переключении предлагаю пройти к стенду. Я хочу вам показать набор решений, комплексный продукт, который включает в себя управление различного рода услугами в вашей квартире, в вашем доме, через одно окно единое, через приложение. Буквально несколько лет в эту историю об умном доме еще вообще с трудом верилось, но сегодня мы видим, что можно на расстоянии управлять процессами внутри дома. Но прогресс не стоит на месте, наверняка какие-то новые направления, новые опции в этом сервисе появились. Вот расскажите о них подробнее. Сейчас получается, что мы можем, в принципе, комплексно упаковать, оснастить любую квартиру абсолютно такой историей, знаете, как из космического корабля.
когда управление любыми параметрами вашего дома будет у вас на планшете, либо на мобильном устройстве, любом на телефоне. Например, датчики. Да? Это то решение, благодаря которому можно спокойно поехать на дачу. Система мониторинга, в зависимости от того, какие датчики установлены, позволяет вам в любое время получить данные о том, какая температура в доме, есть ли протечка, реакция на задымление, открыты-закрыты окна, умные розетки. Из последних нововведений, которые, на наш взгляд, позитивно, в принципе, могут сказаться на отклике от наших клиентов, управляющих компаний в том числе, это умные приборы учета, которые позволяют освободить время и тех, и других от снятия показаний. По видеонаблюдению мы предоставляем услуги как внутреннего видеонаблюдения, то есть во внутреннем периметре квартиры, дома, подъезда, в том числе и внешнее. То есть это сейчас не надо, например, платить отдельно какой-то компании или зависеть от какой-то камеры, которая не в том ракурсе висит на подъезде или на углу дома. Да? В любом месте внешний периметр устанавливаете, наблюдаете. Умный домофон тоже, на мой взгляд, очень выгодная история. Почему? Потому что где бы вы ни были, например, ребенок забыл опять же ключи, или супруг прибежал на обед, вспомнил, что ключи где-то там в сумке или в самой квартире, то он звонит вам на приложение приходит, вы быстро одним кликом за секунду открываете. Дополнительная возможность, которая помогает обезопасить и улучшить свою жизнь с точки зрения спокойствия и тревожности, это видеонаблюдение. Вы можете посмотреть, кто пришел, кто ломится в подъезд, да, это очень важно. Вы можете посмотреть архив, кто приходил. Помимо этого, сам архив является дополнительным инструментом видеонаблюдения с точки зрения безопасного города. Наш продукт имеет социальную значимость очень серьезную. Установлено по статистике МВД, что порядка 60-65% преступлений в городе происходит на придомовой территории. По сути, устанавливая умные домофоны от нашей компании, мы создаем некие такие островки безопасности, возле которых люди могут чувствовать себя безопасно, потому что все, что происходит в объективе камеры, попадает в архив и может быть использовано для того, чтобы установить какие-то факты и так далее. Что касается видеонаблюдения, наверняка в этом плане прогресс тоже не стоит на месте, есть какие-то изменения. Все верно. Если говорить о классической услуге видеонаблюдения, она в определенном формате раньше в каком-то разрешении, лучше, хуже с точки зрения контрастности, могла показывать статическую картинку в определенном месте, в определенном положении. Больше камер, больше периметр наблюдения. То есть, грубо говоря, даже внутри одного объекта приходилось ставить там 1, 2, 3 камеры. Если мы сейчас смотрим, как эволюция, а некоторые изменения они стали революционные, да, как изменился продукт видеонаблюдения. Достаточно теперь одной камеры. С точки зрения наблюдения за комнатой большой, например, да, наше решение позволяет, есть модели камер, которые поворачиваются либо принудительно через приложение, либо вы задаете сценарий, по которому она двигается, крутится, вертится. У меня установлена камера наша, она с датчиком движения, да, то есть там ребенок прыгает, бегает, забавно было за собакой смотреть, когда дома не было, да, очень много узнаешь о своих домашних животных. Сразу есть датчик, который переключает на ночной режим, и очень все четко, как днем, вы видите каждую деталь, все, что происходит в комнате. Тоже с точки зрения безопасности наблюдения очень хорошо. Самое важное — это архив, на мой взгляд. Да? Почему? Потому что вы видите все события, инциденты. Вы настраиваете сценарии, согласно которым в логе появляются те или иные инциденты. Движение в камере, там, не знаю, изменение условий освещения в камере. Евгений, новые мировые правила в связи с пандемией коронавируса, которые, кстати, уже окрестили вирусом перемен, повлияли на работу компаний во всех сферах, в том числе по части взаимодействия с клиентами. Вот. Как изменился формат в компании Ростелеком? Приятно даже об этой теме говорить с точки зрения не самой тематики, да, которую мы затронули, с точки зрения тех процессов, которые она побудила. И здесь, безусловно, пригодились те идеи, те наработки, которые были и в отрасли в целом, и у компании Ростелеком в том числе. Мы еще в том старом мире до пандемии очень активно начали внедрять автономные решения по части
пассивных каналов коммуникации. У нас есть решения, которые, в принципе, сейчас позволяют в удобное для конкретного клиента время обратиться, задать вопрос, решить какую-то проблему, которая возникает, и достаточно оперативно, без дополнительного времени ожидания. Ну, например, в мобильном личном кабинете. Когда у компании был ребрендинг, мы очень сильно пошли в сторону упрощения взаимодействия и пользовательского интерфейса. Сайты компании максимально стали понятными, простыми. В том числе есть очень удобная функция расторжение услуг, да, все боятся этой темы очень сильно и переживают за то, что это нельзя пиарить, не нужно об этом говорить. Мы об этом говорим, потому что мы уверены, во-первых, в качестве своей работы и уверены в том, что клиенты, если хотят сравнить нас с кем-то другим, они могут пойти спокойно это сделать, и потом мы их с радостью примем обратно. Причем это можно сделать с позиции бесконтактного общения и взаимодействия с компанией. Не надо идти в офис обслуживания компании, можно оставить заявку, все, вопрос решен. Чаты, чат-боты, автоматизация, система IVR. Мы расширяем работу именно роботизированных помощников для того, чтобы было максимально быстро и оперативно решить любой вопрос, также обращаясь в колл-центр. Те процессы, которые я писал, те возможности, они повлияли на ускорение внедрения, на увеличение масштабов использования таких возможностей. Но здесь же мы говорим больше даже об изменении мышления, которое и в бизнесах, и в сферах всех произошло, и у самих людей. Они увидели ценность вот тех решений, которые уже были до пандемии, но не имели там значимости какой-то. Сейчас же, когда, по сути, не было выбора, у людей появилась возможность их апробировать и что-то греха таить, привыкнуть к ним. В целом, такие же решения, они более комфортны. И они экономят время и нервы наших клиентов. Поэтому в этом плане мы сократили дистанцию. Евгений, спасибо за открытый диалог, за вашу искренность. Спасибо вам.